он глупый. Кстати, в Ингушетии он в Назраде об этом сказал. Ельцин: берите суверенитета столько, сколько проглотите. Вот это положило начало параду суверенитетов на Кавказе. Это быстро попытался реализовать Дудаев, создав свою армию для отделения не только своей республики, но создания халифата от моря до моря. И если к этому еще добавить полностью склады двух частей внутренних войск, которые они разграбили, склады 73-го учебного корпуса, это бывшая учебная дивизия генерала Соколова. Там много было оружия. Только одних автоматов 53 тысячи было. То есть на всех бы хватило. Почти 50 полков. Там так и хватило. 5 стрелковых дивизий, только с автоматом. Не считая того, что там 54 танка было захвачено, начиная от пусковой установки тактических ракет «Луна-М», заканчивая самолетами. Там свыше 50 самолетов только учебных было Л-29. У меня даже есть запись телевизионной встречи Дудаева и Аушева, где Дудаев в начальственной форме отчитывает Руслана по полной. И тот, в силу, так сказать, национальных обычаев и традиций, слова против не возражает. А Ельцин вообще не понимал, что он делает? Конечно, не понимал. А вы же были рядом с ним, что же не подсказывали? Да, были я министром был тогда, рядом с телевидением, ним, и идеологом. мы влияли и старались создать вокруг него интеллектуальное окружение. Он никого не слушал? Нет, он слушал, но он был очень упрямым человеком. Особенно один суверенитет сколько можете проглотить, это, знаешь, так красиво, но безграмотно. Потому что моментально народы, предрасположенные к взрыву, а Кавказ всегда был предрасположен к взрыву, моментально этим воспользовались. Ах, он сказал, мы сейчас возьмем. Аушев знал, что его подчиненная муниципальная милиция воюет на стороне боевиков. И когда мы находили оружие и убитых боевиков, потом сверяли, что это оружие числится в МВД Ингушской республики, при проверке оказывалось, что они буквально 2-3 дня назад были уволены из республики. То есть, получив сообщение о их гибели, их увольняли. Я был комендантом Грозного. Меня, знаете, что поразило? Те же бандиты, которые там были, они зверствовали над русскими, даже ингушами, но никогда не трогали практически осетин. Почему, как вы думаете? Я тоже пытался в этом разобраться.